Ибрагим Кориков приехал на эту встречу специально из сельского поселения Сагапши послушать наставления старших о том, что необходимо знать в первую очередь новобранцу в армии. Молодому человеку только исполнилось 18 лет, и он решил в первую очередь исполнить свой долг перед Отечеством. Я считаю, что каждый сознательный, здоровый человек должен, и это нужно, служить в армии, чтобы достичь хоть каких-либо высот или каких-либо знаний, хотя бы понять, что такое военное дело. Каждый должен научиться владеть оружием, должен знать своих героев. Каждый из этих ребят уже имеют представление, каким хотят видеть свое будущее. Обращаясь к призывникам, глава Ингушетии Нузбек Евкуров отметил, что служба в армии несет ряд преимуществ. Есть возможность продолжить военную карьеру. Но самое главное, подчеркивает лидер субъекта, это дисциплина. Вести себя так, как и подобает настоящему ингушу. Армия – это не анархия, это коллектив. Армия там выполняет боевые задачи, даже в мирное время. Тоже несение караульной службы является выполнением боевой задачи. Потому что, когда вы несете караульную службу, вы службу несете с оружием, с боевым оружием, с боевыми патронами. И в случае нападения на пост, вы по закону обязаны предупредить, а потом применить это оружие, потому кто нападает на пост. Вот задача. Поэтому и в армии должен быть порядок. В первую очередь, да, надо говорить, болчан, болчан долгеш долг, налгает болг. Шейцейб дагдири, камы мох дагдири, и шамалорли. Шейбол даху, динлахал, эздилахал, улакахал. Долг Родине, честь никому. Выступая перед собравшимися, исполняющий обязанности военного комиссара Ингушетии отмечает, какая ответственность ляжет на их плечи. Что призывники в своем лице будут представлять нашу республику, и потому им необходимо вести себя максимально дисциплинированно. Вас, призывников, ждет впереди встреча с одним из знаковых событий. Это призыв и служба в армии. И вы уже сегодня должны быть готовы к службе. Уже сегодня настраивать себя на добросовестное выполнение обязанностей нелегкой солдатской службы, вдали от родного дома и родителей. Призывная кампания стартовала с начала месяца, а первая отправка призывников из Ингушетии запланирована на 18 апреля. На сегодняшний день в различных родах войск служат свыше 300 солдат из республики, а больше 50 после армии работает по контракту в различных городах России. И сегодня у ребят есть уникальная возможность выбрать себе подходящее направление. Весной 2018 года предстоит призвать в войска вооруженные силы Российской Федерации 200 человек. Из них человек 60 у нас пойдет в войска Росгвардии, остальные сухопутные войска, военно-космические силы, железнодорожные войска. География, где будут проходить службу призывники из нашей республики, в основном Центральная Россия. Дальний Восток, таких отдаленных мест в этом году у нас нет. Председатель комитета солдатских отцов в своем выступлении затронул и такой вопрос, как нарушение армейской дисциплины и участие в конфликтных ситуациях военнослужащих из Ингушетии. Таких немало, но все же есть. В основном же наши ребята служат достойно. Об этом свидетельствуют многочисленные благодарственные письма от командующих воинских частей. Призывников стараемся знакомить военной техникой Троицком и Нацгвардии, здесь у нас 58-я армия. Такому критерию мы отбираем, чтобы они были уже, проходя туда, знакомые с этими военными аналогами. Одна из главных особенностей нынешнего призыва – молодой человек может выбрать тот род войск, в котором он желает продолжить службу. Но самое главное – это достойно представить нашу республику, ее культуру и особенности в других городах. Светлана Томова, Майрбек Мержоев, Новости 24.